Давным-давно, когда Иньва река еще текла не тем путем, каким течет теперь, жил на ее берегах могучий народ Чудь. Не знали чудины ни хлеба, ни топора, жили они среди дремучих лесов в землянках. Тайга с чистыми реками и светлыми озерами давала им еду и одежду. Солнце дарило тепло. Жили чудины по 100 лет. Были они крепкие и сильные, как медведи в их лесу. Жили в своем Уфтыре дружно и с соседями не враждовали. Добрый день, друзья! Сегодня у нас Семик. Двойной праздник и для мертвых, и для живых. С утра плачем, а после обеда веселимся, смеемся и поем. Так сердцу легче. И другого такого праздника нету на земле и не было. Олат-вылат комиес комиотир, талун миян щемик, кыкповса ыджит вежалун. И ловья эзла, и кулам мезла. Асыпщань кулам мезла, а обед борщань ловья эзла. Ловья эз гирьяланы, а мия и радощ, бурного, эс помянас вунота каштыланы. И сыч пырвави, и сейчас отчем вежалуну сабу в нектан мушарвас. Блин, что закидала? Мы на такое вообще не подписывались. Че, тоже это слушать не можешь, да? Да вообще жесть. Бро, ты че, угораешь? Мы думали, здесь ништячок будет, а ты тут приоритет слушаешь. На Турюшин-Тос погнали беседку лучше. Там посидим, видосики запилим. Да вы запарили, вам все не нравится. Мне вообще заходит. Ну ты же Тос капец. Ладно, нам с Олеськой этот тухляк вообще не катит. Мы сваливаем. Погнали. А я что, тут один тусить буду? Ну, Я с вами. с нами. Кетен жотеве він міян шут баран. Кетен жотеве він міян шут баран. Мельниця він
баран. И зиме, то ночели пар. И зиме, то ночели пар. Ладно, я найду тебе такую чику, которая безотказная и помалкивает. Давай, давай. Круто тебе! Когда с предками познакомишь? Уважаемая, позвольте с вами замутить. Чувак, не врубилась она ж компермячка. Ты 3 раза попроси. Малинтуш, ты мне ты накупишь. Давай, давай! Давай! Все своя туза! Давайте за руки! Чуваки, тема есть. Давайте вызовем дух предков. Да ну вы чё, страхово как-то? Ты что, гонишь, что ли? Это же все бабкины сказки. Ты в это веришь? Блин, ну что ты обламываешь? Давай угорнем. Ну, вообще-то, мне бабка рассказывала, как их вызвать можно. Тем более, пошли. Погнали. Давай, вставай. Так, нужно 3 раза повторить фразу. Чурте, ощи, любес, мычи, ащи, кмес. Гыжа, важа, пет, чожажик. Гыжа, важа, пет, чожажик. Гыжа, важа, пет, чожажик. Гыжа, важа, пет, чожажик. Отвали! Я вам сейчас устрою! Шухер, валим! Это что за чел такой? Да не парься ты. Сейчас он погуляет, воздухом подышит, свалит. Кажись, свалил. Хата какая-то древняя. Землянка первого жителя Пешнигарта. Леш Янагорд. Нифига себе, это что за чел? Мне бабка, помню, рассказывала. Это называется Улан-Гу. В старину, 1000 лет назад, здесь жил богатырь Леш Йена. Он был чудского роду и, прикиньте, уже тогда умел плавить металл и делать из него игрушки. А вот ты что-то умеешь? Ага, сейчас. Че ты гонишь? Вот какой богатырь мог сюда влезть? Если только карлик. Да? О, а это что за наскальная живопись? И тут тоже. Фу, ничего себе прошлый век.
А слушай, это не ты случайно накалякал? Ты же у нас типа этот, художник. Ну да. А ты что-то против имеешь? Ну тогда расскажи про своих богатырей для тех, кто в танке. Самыми сильными в чудском роде, Уфтыре, были 3 брата – Купра, Май и Ош. Сыновья чудского вождя Пама и мудрой женщины по имени Певщин. Среди 3 братьев самым ловким и удачливым был меньшой брат – Ош. Глаза Оша зоркие, как у ястреба. Черной ночью он видел лучше совы. Ростом был в 3 аршина, а силы и разум были ему даны втрое против других людей. Зимой и летом ходил Ош с непокрытой головой. Не боялся он ни дождя, ни снега, ни жаркого солнца, ни злых северных ветров. Поэтому и звали его Ош, что значит «медведь». Весь Уфтыр уважал отца и мать Оша, и все их слушались. Трудились люди Уфтыра с мала до велика, не зная устали во благо своего рода. Ну ты сказочник. Точно, как твоя бабка. Когда я вырубился. Че, может, по домам, а? Погнали. Ага. Андрон, смотри, за тобой подруга пожаловала. Ждет, когда с предками знакомить пойдешь. Ты чё, походу, всю ночь, да, рисовал? Это не мое. А чье? Может, твой забыл, что ли? Мистика какая. Короче, валим отсюда. Это что это? Что ты наделал? Это все твое вчерашнее колдовство. Да вы что, офигели, что ли? Кто меня просил вызвать духа предка? И вообще не надо было его трогать и тревожить его. Что теперь делать? Я домой хочу. Я тоже. Ладно, пойдем разберемся. Бригада. Я, кажется, кое-что нащупал. Ну-ка, посвети, у меня телефон сдох. У меня тоже. А, у меня зажигалка есть. Ну, давай. Дай-ка. Оп. Раскайся в содеянном. И попроси прощения у того, кого обидел. И где это мы? Кажется, я где-то это уже видела. Так вот же он. Отец Оша, Пам чудского племени, пошел войной на врагов. В этом походе он был убит. Была у чудского рода ведунья Чекыш. Она умела оживлять мертвых, но даже она не смогла оживить Пама. Надо выбирать нового. Люди назвали Оша, дали молодому Паму наказ, чтобы правил он чудским родом Уфтыром, так же, как его отец, старый Пам. Сказал Ош всем людям: давайте построим свои жилища на красной круче из Юра, за пазухой у Войпеля. Пусть он сторожит нас, как мать свое дитя. Молчали люди, как будто онемели их языки,
Разве не знает удалой Ош, что из Юр жилище богов? Разве не знает он, что великий бог Йен покарает всякого, кто посмеет осквернить священное место? «Люди, — сказал он, — вы дали мне этот посох, знак вождя. Вы обещали слушаться меня, как дети свою мать. Пусть же те, кому недороги их головы, остаются здесь, а кто хочет жить, идемте со мной на Изюр». Молчали люди. Только Инь-река заволновалась, забурлила на перекатах. Тогда Ош протянул свои могучие руки к солнцу и сказал: «Ясное солнце, открой людям глаза, дай им разума, покажи, где надо жить». И тут люди увидели, как засияло солнце и ярко осветило крутой обрыв из Юра. «Солнце указало, где нам жить!» — воскликнул молодой Пам. Чудины вслед за Ошем пошли на Изюр. Построили они там селение. Сначала поставили шалаши, потом вырыли землянки и назвали селение Кудым-Кар, то есть город на реке Кут, а молодого Пама стали звать Кудым-Ошем. Ничего себе, вы это тоже видели? Я думал, это глюки. Походу, это историческое место, и все, что мы видим, не случайно. Здесь Кудым-Ош основал наш Кудым-Кар. А мы здесь для того, чтобы понять, куда нам идти, чтобы попасть домой. Ничего себе ты завернула. Ну ладно, что стоим тогда, погнали. Погнали. Что это такое? Палки какие-то. На этом месте Кудым-Ош основал городище. И кто это поломал? Не я. Ты так можешь? А, вон кто это сделал. Салаги! Вы что творите? Вы не знаете, где вы находитесь? Мусор убрали за собой и ушли отсюда! Походу, нам нужно вернуть этот указатель на свое место. А ты что знаешь, где его место? Ты даже не знаешь, кто такой Кудым-Ош. Слышь, ты знаешь не больше меня, так что замолчи. Тише, тише, смотрите! Нифига себе спецэффекты! Я думаю, это знак. Я думаю, эта табличка должна стоять там. Смотрите, эта птица указывает нам путь. Кажется, я знаю, что нужно делать. Настало время Кудым-Ошу жениться. Сказала ему старая Чекыш: на далекой быстрой реке живут вагулы. Правит ими большой князь. Есть у князя дочь Касте. Кто возьмет в жены вагульскую княжну, тому родит она сына богатыря. И решил Кудым-Ош взять ее в жены. Приплыл он к женщине Паму, стал спрашивать у нее дорогу к вагулам. И сказала она: запомни, что я скажу. Согласится князь отдать за тебя дочь, женись на ней. Не отступай, что бы ни случилось, а откажешься от нее, пропадешь. Наконец приплыли к вагульскому городищу. Но гордый князь не захотел принять чудина, велел запереть ворота, и только на третий день он принял самого Кудым-Оша. «Что тебе нужно?» — спросил он богатыря. «Я хочу взять в жены твою дочь, красавицу Касте». Усмехнулся князь.
У меня не осталось в изгороде пустого кола для твоей головы. Забудь свои слова и убирайся. Не уйду, сказал Кудымош. Только тот найдет свое счастье, кто не боится голову потерять. Наше Косте — страшное чудище. Я приехал сюда за твоей дочерью, и без нее не уеду. Ну, как знаешь, сказал князь. Проведите гостей в девичий чум. Вошел Кудымош и остолбенел. Не бойся меня, Кудымош, я не такая, как ты видишь, молвила Косте. Поедешь со мной в чудские земли, прекрасная Косте. Я всюду поеду с тобой. И вдруг рассеялось древнее колдовство, невеста превратилась в настоящую красавицу. Проводили молодых в дальнюю дорогу. Дома весь Уфтыр вышел на берег встречать Пама и его красавицу-жену. И стал жить Кудымош с молодой женой Косте. Ну не дай бог такую страшненькую в жены взять. Так она же заколдована была в придурке. Наши бы время пацаны такими были, не то что вы. А ты что такая страшненькая? Тоже заколдованная? А ты что обиделась-то? Мы же тебя расколдуем. Ну иди, иди, на обиженных воду возят. Ладно, пойдем. Мы тебя в беде не бросим, хоть и не богатыри мы. Да, не бросим. Придурок, блин! Уйди отсюда! Ну все. Да блин, что делаешь? Ребята, вам не кажется, что что-то произошло? Когда кажется, креститься надо. Вообще-то не смешно ни разу. Вы еще до сих пор не поняли, что это Вырич запутал нам дорогу, и мы заблудились. Помню, как бабка мне говорила, что, чтобы добраться домой, нужно вывернуть одежду наизнанку. Ага, и трусы тоже. А чё ничего не происходит? Так ты кепку не вывернул. А, точно. Доставайте следующую часть легенды. Прошло некоторое время, и Кудымош вновь собрался в южные земли. Проводил своего Пама весь чудской Уфтыр. День плывут ладьи Кудымоша, другой плывут,
вышли на Каму. Когда месяц состарился, приплыли в большой город. Привязали ладьи у берега, а сами пошли к здешнему князю, понесли ему свой товар. Понравились чудские меха князю и его людям. Нанесли они в обмен кумач и парчу, золотые и серебряные украшения, узорные чаши, кувшины. Велел князь угостить гостей. Усадили чудинов на мягкие ковры, налили им вина, положили хлеба. Кудымош во многих краях побывал, а хлеба никогда не видел. Попробовал он ни мясо, ни рыба, а вкусно. Стал спрашивать хозяев, как они добывают хлеб. Князь показал на поле. Вот хлеб растет. Кудымош попросил немного зерна. Добрые хозяева дали ему зерна и научили, как сеять его, как жать, как молотить и как печь хлебы. Вернулся Кудымош домой, посеяли чудины рожь и ячмень, собрали первый урожай. Созвал Кудымош гостей из ближних и дальних земель, устроил пир, угостил всех хлебом. Блин, я и не знала, что хлеб таким трудом добывают. Да, это жесть. Что-то так сразу есть захотелось. Ну и кого первого съедим? Есть-то нечего. Поройся в рюкзаке, может, у тебя там хоть сухарик завалялся. Тебя никто не учил? Что, во-первых, делиться надо, и чужое брать без спросу нехорошо. На! Да пошли вы! Надоели мне уже со своими бабкиными сказками. Ну давай, попробуй, уйди. Ты что, самая умная, да? Я не уйду! Я уплыву! Ну чё, как водичка? Ты хоть плавать-то умеешь? А то! Я же мастер спорта по плаванию! Спасите! Помогите! Не верю, плохо играешь. Реально тону! Ах! Эй, шутник, выныривай! Так-то не смешно! Скорее сюда тащи. Эй, ты живой, нет? Ну, слава богу, ты так нас напугал. Ты до сих пор не понял, что нам не вернуться домой, не узнав завета предков? Да отстаньте от меня, без вас знаю. Доставай последнюю часть легенды. Картинка пропала. В смысле? Да Это твоих рук дело. Да иди ты, опять крайнего нашла, да? А хлеб зачем стащил? Что у тебя там в твоей газете? Задумал Кудымош торговать с другими землями. Но чужеземцы опередили его, первые приплыли со своими товарами. Вышел Пам на берег посмотреть на товары, а они своего товара не показывают. Говорят, мы хотим выменить у тебя меха и шкуры, у нас есть на обмен богатое оружие для тебя и твоих воинов. Дорогие ткани и украшения для женщин, сласти для детей. Кудымош почувствовал недоброе. Но народ стал просить впустить купцов. Вошли они в город и схватились за мечи и луки. Стал Кудымош бить врагов. Одна стрела ударила Кудымоша в грудь. Упал он на землю, и земля предков дала ему свою силу. А от третьей стрелы упал Кудымош на спину, и силы покинули его. Стали враги требовать с чудин дани.
Сказала старая Певщина: «Дадим им все, что они требуют, несите свое добро, не жалейте, наше к нам вернется». Наполнили враги до краев свои лодки и оставили городище. Недалеко они отплыли. Глянули, а в лодках один камыш. Разгневались, повернули обратно мышь. Временем ведунья Чекыш оживила Кудымоша и других воинов. Увидел Кудымош, что возвращаются вражеские лодки, схватил камень в 12 пудов и бросил его в реку. Поднялась страшная буря и опрокинула лодки. Отобрал Кудымош у пленных оружие и раздал своим воинам. Так в уфтыре Кудымоша появилось первое оружие. Ничего себе! Это музей? Круто! А я тут никогда не был. А тут ничего так. Знаете, если бы мы тут бывали, то мы бы историю знали и понимали бы, что духов тревожить нельзя. Вот именно. И в историю эту вы не попали мы. Наконец-то вы это поняли. Будет нам урок на всю жизнь. Легендам и мифам коми-пермяков. Самый главный легендарный герой Кудым-Ош. По легенде, он родился от колдуньи одноглазой женщины, которая жила вместе с медведем. Поэтому Кудым-Ош был наделен сверхъестественной силой. Привел он свой народ на Изюр. В переводе с коми-пермяцкого означает «каменная голова». В народе это место называют «Красная горка». Здесь он и остался жить со своим народом. В следующей экспозиции у нас представлены предметы знаменитого металлоискусства «Пермский звериный стиль». Это бытовые предметы, которые были найдены преимущественно в кладах. А эта штука почему отдельно лежит? А эта вещь отдельно, потому что это самая ценная вещь из коллекции пермского звериного стиля. О, а насколько ценная? На «Жигуленок»-то хватит? Ну, я думаю, даже на «Мерседес» хватит, а может и не на один. Ну что, полюбовались? Приглашаю вас дальше к осмотру нашего музея. Когда же ты поймешь, что нельзя безнаказанно творить зло? Да ничего я не натворил. Подумаешь, взял эту вещицу. Их вообще полно там было, не обеднели бы. Да-да, нечаянно толкнул, нечаянно оскорбил, нечаянно взял эту вещицу и украл хлеб. Ты не понимаешь, что из-за твоих нечаянных поступков мы домой не можем вернуться? Нужен тост. Леська, ну простите меня, дурака. Ну понял я все. Нельзя осквернять историю. Ну простите за все гадости. Спасибо, что не бросили. Вы настоящие друзья. Прощайте. Прощаем. Поможете мне это вернуть? Вы тоже это видите? Почему мы и там, и здесь? Потому что мы продолжаем их историю. Мы побывали там, чтобы рассказать ее здесь, современникам. Люди, живите друг с другом в мире. Не сидите сложа руки, не ждите счастливую жизнь, а сами ищите своего счастья.
Никогда не воюйте с соседями, дружите с ними. Уважайте своих предков и никогда не забывайте своих корней. Может, по домам? Пойдемте, пора уже. А мне пан